Квартирный вопрос вновь мучает жителей и муниципальные органы города Кызыла. Здесь, в доме по улице Дружбы 45, в ходе выселения возникло целых 4 стороны, преследующих свои задачи и цели. Данное выселение произошло по решению арбитражного суда Республики Тыва. Управление Федеральной службы судебных приставов по республике получило исполнительный лист, требующий принудительного исполнения решения суда. В соответствии со статьей 107 Федерального закона номер 229 об исполнительном производстве требуем освободить помещение по улице Дружбы 45, литер А, в пользу Департамента экономики, имущественных отношений, финансового контроля мере города Кызыла. Требуем освободить помещение. Вы кого выселяете на сегодняшний день? Освобождению подлежало нежилое помещение первого этажа здания, в котором без какого-либо документального оформления проживали люди. Руководитель управляющей компании ЖУ «Тайга», расположенного на цокольном этаже здания Анчима Иргит, заявила о незаконности выселения. Почему тогда в нем проживают люди? Это дворники, наши дворники, так и раньше так жили. Монкуш Алена Владимировна, когда жила, тоже они решение суда, они получили решение суда. И тогда одновременно эти же Одинаевы жили. Одинаевы, судебные приставы вместе с департаментом, они подали иск об замене ответчика. Одинаевы и Монкуш Алена Владимировна, их заменили, что на имя меня. Говоря о незаконности компании, прежде всего нужно посмотреть на свои действия со стороны исполнителя закона. Нежилое помещение, куда УК «Тайга» пустили жить людей, это собственность муниципального образования городского округа, город Кызыл, Республики Тыва. Получается, что мэрия несет ответственность за жизни людей, которые проживают в нежилой зоне. Иск об истребовании данного помещения у управляющей компании в арбитражном суде был удовлетворен. Вот и пришли судебные приставы. Согласно свидетельству, это нежилое помещение. Соответственно, на прошлой неделе также Бугаровой было подано заявление в Департамент экономики и имущественных отношений о том, чтобы отсрочить выселение судебных приставов. Когда подавалось исковое заявление, данное помещение нежилое никем не было занято, кроме Бугарова, директором ЖЭУ «Тайга». Это когда подавалось еще раз? Исковое заявление было подано в 2019 году. В тот момент никто здесь не проживал в нежилом помещении и занимала сам директор ЖЭУ «Тайга». То есть у нее там был офис или что? Да, на тот момент, то есть она просто занимала незаконного. С 2015 года, когда уже было вынесено решение о выселении людей из нежилого помещения, управляющая компания до сегодняшнего дня так и не исполнила требования, удовлетворенные судом. В итоге было принято решение о его принудительном исполнении. Получается, что из-за несоблюдений законного требования управляющей компанией люди остались без жилья. Предмет исполнения неимущественного характера. При вынесении постановления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав, исполнитель предоставил должнику срок до 5 дней для добровольного освобождения нежилого помещения, что должником не было исполнено. Приставом-исполнителем был произведен весь комплекс предусмотренных законом мер по принудительному исполнению исполнительного документа. В поисках заработка в Кызыле многие соглашаются на сомнительные варианты проживания и часто попадают в подобные ситуации. Даян Данцырюн, Буян Мунгуш, Мирана Иргит, ТУА 24.